Добрый вечер. Вы смотрите программу «Якутия в деталях». Меня зовут Ирина Ефимова. Культурная жизнь самого крупного региона нашей страны всегда является предметом пристального внимания не только жителей Якутии. Не так давно наша республика представила свои возможности на выставке в форуме «Россия», который проходит на ВДНХ. Культурную составляющую региона представляет экспозиция под названием «Якутия. Вселенная Ланхо». О том, как прошло большое мероприятие, каких успехов удалось достичь в мире кино и искусства, а также о далеко идущих планах, сегодня поговорим с моим гостем, министром культуры и духовного развития Афанасием Ноевым. Добрый вечер, Афанасий Иванович. Добрый вечер, Ирина, уважаемые телезрители. Ну, поздравляю вас, во-первых, с назначением на важную ответственную должность. В этом качестве вы тут впервые. Какие задачи перед вами поставил глава республики при назначении на должности и как восприняли коллеги? Ну, вы переехали, в общем, с должности первого зама, да, на должность министра, так что, наверное, коллеги все были к этому, ну, не со стороны человека, в общем, как устроено, все знаете. Вот, ну. Во-первых, глава республики перед Министерством культуры и духовного развития и перед министром поставил задачу, чтобы мы, безусловно, на основе духовно-нравственных ценностей народов республики, России, мы укрепляли наши позиции в культуре, искусстве, и появлялись новые проекты, новые идеи, чтобы у нас все-таки культура республики всегда является одним из показательных, одним из ярких, событийных, так? И, с другой стороны, очень таких самобытных культур в Российской Федерации. Поэтому, конечно, глава республики Арсений Сергеевич пристально следит за этим, и чтобы мы все-таки представляли для жителей республики, для России новые посылы, новые идеи. Так? В этом плане, конечно, у нас буквально в 2024 году, в конце года и в начале 2025 года будет введен артистический центр эпоса «Искус». Так? И этот центр будет одним из центров культуры и искусства в целом Дальнего Востока, арктической части России, северной части России. Так? Таких больших объектов вот в Дальнем Востоке или в плане арктических регионов нету, так? Поэтому то, что строится в республике, должно стать уникальным. Да? Поэтому в этой части мы сейчас вместе с коллегами, вместе с театрами, творческими коллективами работаем над тем, как завершить и как начать именно работу артистического центра. От этого будет зависеть все-таки дальнейшее развитие культуры и искусства нашей республики. И потом Арсений Сергеевич поставил задачу, чтобы мы в 2026-2027 году завершили строительство второй очереди Высшей школы музыки. Но это не только Арсений Сергеевич, это Владимир Владимирович задачу поставил. Владимир Владимирович Путин поставил перед правительством Российской Федерации и перед руководством республики, чтобы Высшая школа музыки — это один из ярких учебных заведений, который готовит именно специалистов высшего класса, именно деятелей культуры, искусства, так, музыкантов, которые славят не только Якутию, но и Россию, мы должны завершить. А так, в целом, коллектив министерства, учреждения меня знают, поэтому я начал работу как министр уже как бы сполна, как бы уже еще как бы, ну, и я же работал и до этого первым заместителем в 2002-2003 годах, поэтому, в принципе, системой культуры, искусства, да, и историей я знаком, поэтому мне легче в этом плане, и я вошел сразу в курс дела и работаю. Еще ведь кинопавильон многофункциональный, также в мастер-класс на Якутска входит, тоже по поручению президента, тоже, наверное, в ведомстве культуры он будет наверняка. Ну, это в целом проект уже
дальневосточного российского масштаба, потому что именно президент дал поручение, чтобы в 2025 году начать строительство кинопавильона. Этот проект все-таки поддержан руководством страны, именно благодаря руководству республики Айсен Сергеевича, да, и при поддержке полпреда по Дальнему Востоку Юрия Петровича Трутнева и Министерства Дальнего Востока и Арктики министра Чукункова, поэтому этот проект является федеральным, так? И, конечно, здесь уже пристальное внимание, и, конечно, надо сказать о том, что благодаря творческим людям, людям инициативным, нашим кинорежиссерам, артистам, аниматорам, да, этот проект удалось нам все-таки доказать и Обосновать его важность. Да, это работа именно больших творческих коллективов и всех, кто занимается кино, анимацией. В этом плане мы очень благодарим и надеемся, что именно оно войдет в строй и будет одним из таких площадок универсальных и технологичных. Мы работаем в прямом эфире. Задать вопрос моему гостю можно, позвонив в студию по номеру 8 41 12 42 14 39. Можно отправить сообщение в Телеграм на номер 8 914 235 05 02. И, конечно, можно задать вопрос через наше мобильное приложение. Чтобы его скачать, надо отсканировать QR-код, который вы видите на экране, и в всплывающем окне можно задать вопрос. Афанасий Иванович, мы начали программу с информацией о форуме «Россия», который открылся в Москве. Выставка будет работать до 12 апреля, насколько я знаю. Да? Наши коллеги вели оттуда репортажи, делились свежими новостями. День Якутии там прошел 12 ноября. Предлагаю более подробно про это поговорить. Расскажите, что там в экспозиции. Во-первых, 12 числа это был день Республики Саха-Якутия. Именно открытие нашего региона и театрализованное представление метаморфозы эпоса Лонко были на основе именно Лонко поставлено представление под руководством Андрея Савича Борисова именно в главной сцене ВДНХ. И я хотел бы сказать, что именно Лонко было показано на основе произведения Петра Бажонова, да? «Каменный цветок». То есть мы... Павла Баженова. Павла Баженова, да? И мы сумели сочетать произведения русского писателя и Лонко якутское, да? Поэтому в этом плане, почему выбрали именно ВДНХ, там «Каменный цветок». Фонтан дружбы народов. Фонтан дружбы народов, оно тоже связано с Якутией, так, потому что именно скульптор Добрынин, так, он родом с Якутии, так, поэтому... Автор эскиза этого фонтана. Да, автор эскиза, поэтому мы очень старались, чтобы оно было понятно для зрителей, для москвичей, так. Но я хотел бы здесь сказать, что Первый канал российский, так, наши коллеги, они еще начали анонсировать и показывать дни республики еще за день до начала 11 числа. Первый канал именно снимал наших артистов. Так. Это у нас артисты национальных инструментов Кыл-Саха, так, и с театра Лонко, так, Анастасия Алексеева, они исполнили именно национальные мотивы именно на прямом эфире Первого канала. Прямо прямой эфир был в европейской части России с площади, главной площади ВДНХ, на фоне именно этого фонтана. То есть мы хотели тем самым показать, что у нас глубинный смысл постановки именно театрализованное представление, которое мы показали для москвичей, для гостей, да. И, конечно, потом у нас одним из самых ярких было событие, это то, что во время театрализованного представления у нас был исполнен песня, так, именно
про тех героев, так участников специальной военной операции, так в исполнении народного артиста Приднестровья Юрия Кононова, так песня именно Про танк Алеша. Да, про танк Алеша с участием ансамбля ракетных войск Министерства обороны. Так, то есть это была композиция, которая связана и с Олонхо, и, конечно, с подвигом наших воинов, которые сейчас участвуют, защищают нашу Родину. Так? И потом одним из ярких событий, конечно, стало то, что мы показали, очень много было народу, так, зрителей, так. Несмотря на плохую погоду. Да, несмотря на дождь. И надо сказать, что когда начали показывать Олонхо, дождь прекратился. Это очень интересно. Так все-таки наши божества, наши силы так помогают даже в Москве, так, когда непогода. И потом надо сказать, что Осохой, который был тоже в конце нашего представления, собрал очень много москвичей, гостей, так. Поэтому люди были очень как бы с большим вдохновением приняты и участвовали в наших праздничных именно вот показах нашей национальной культуры, да. И потом, конечно, свадебный обряд, который показали наш театр Олонхо, наши артисты, как именно якутские свадьбы проходят, как одевание невестки проходит, да. И тоже зал был именно уже внутри здания выставочное самом, да, проходило это. Тоже народу было очень много, зрителей. Так, и прямо даже находили меня, звонили, когда можно посмотреть, когда можно снимать. Так, и уникальный вот этот уникальный свадебный обряд, который якутский, да. И мне подошел один ученый молодой, он представился, что исследует именно национальные обряды, интересуется, вот как в старину проходили свадебные обряды. И он говорит, я специально вот смотрел из объявления и пришел вот посмотреть и буду изучать именно якутский обряд свадьбы, одевания невестки. Поэтому вот люди очень интересуются. Потом было много молодежи. Это воспитательная роль именно того, что люди хотят узнать национальные традиции народов, да, проживающих в России. Это имеет большое значение, потому что ко мне тоже подошли после всего завершения культурных мероприятий молодые ну, как бы ребята и москвичи. И они говорят, вот как интересно, и как можно вот приехать в Якутию, как можно, реально ли можно посмотреть такую свадьбу. В этом плане очень было интересно, конечно, общение и с людьми, и участниками, да, в целом культурной программы. Потом во время презентации республики проходили и представления 8-х международных спортивных игр «Дети Азии». Мы же славимся играми «Дети Азии». И прямо глава республики представлял игры «Дети Азии». И очень много было спортивной общественности, начиная от Российского олимпийского комитета, Министерства спорта России и от олимпийских чемпионов. Поэтому для жителей Москвы, для в целом участников было интересно даже, несмотря на погоду, не погоду, да, прийти посмотреть именно те мероприятия, те экспозиции или те презентации, которые была подготовлена нашей республикой. И потом надо отметить, что наши народные мастера именно под руководством Яны Викторовны Игнатьевой наш центр «Семях» представил именно народных мастеров, и они прямо на площадке учили гостей, как можно национальные сувениры делать. Так, куклы из бивня, мамонта, вот можно смастерить, там рукоделием занимались, так прямо наши народные мастера, поэтому мы очень благодарны, что именно
наши народные мастера, наши артисты, наши коллективы так с удовольствием приняли участие и большим вдохновением они готовились к этому, да. И я надеюсь, что именно не только для москвичей, но для жителей России оно было представлено на достойном уровне. Так? Потому что когда я уже приехал в Якутск, мне наши жители города Якутска говорят, что мы видели наших артистов Кылсака, там театр Лонко, как они там выступали перед ВДНХ, перед зрителями. Так? И у нас, говорят, гордость за республику, за национальные традиции, за именно эпос Лонко. В этом плане действительно оценка, я думаю, наших жителей, она высокая. Ну нет, ну вообще в целом сама идея форума, она ведь принадлежит президенту Владимиру Российской Федерации, Владимировичу Владимир Путину, да, и объединить Россию, многонациональную Россию. то, что все многоликую. регионы там представлены действительно, ну и у Якутии, в общем, такой день, воскресенье, выходной. Очень хороший день попался, 12 число, это воскресенье, действительно, когда все отдыхают с удовольствием. Поэтому удачный день был для нас, для республики. Но поскольку экспозиция там будет еще стоять до 12 апреля, да, я не могу не спросить, чем закончилась история с картинами Луканси, в которые были использованы в оформлении стенда, и что там с этими авторскими правами, удалось ли этот конфликт разрулить, потому что кто-то высказывался за художника, что действительно авторские права нарушены грубо, другие говорили, что ничего страшного. Вот. Чем сердце успокоилось? Так, во-первых, хотелось бы сказать, что я позвонил Луканси, нашел его, позвонил. И от имени Министерства культуры я извинился, что так получилось. Так? И, конечно, во-вторых, надо сказать, что мы должны ценить наших творческих людей, художников, артистов, так, писателей, так, поэтов. Так? Поэтому их произведения, так, они должны должным образом оцениваться. Да? И с этой точки зрения, то, что мы должны впредь, когда используем произведения наших, в частности, художников, мы должны внимательно отнестись, поэтому мы должный анализ сделали и будем впредь учитывать, именно когда будут происходить такие большие выставки или там какие-то большие в целом показы, и вообще, когда издаем, когда используем, мы должны учитывать, конечно, авторское право. В этом плане мы будем работать, поэтому Луканси у нас мирно все разрешилось, поэтому я пожелал ему только творческих успехов. Так, он же нас один из молодых, талантливых художников из якутян, да. И, конечно, мы хотели бы, чтобы он рос творчески и стал еще известным художником. Ну, то есть он вашими извинениями, Да, в общем, конечно, принят. Поэтому был удовлетворен. потом я знаю его работу, я и до этого с ним прошлые года я-то интересовался, выставку смотрел, поэтому он-то меня знает, я его знаю. Но так произошло, поэтому я извинился. Ну, у вас в Москве ведь был еще ряд встреч. Вы посещали Министерство культуры России. Вот расскажите, с кем вы там встречались, что там было? Министерство культуры Российской Федерации поддерживает регионы и, конечно, в целом проводит культурную политику в России, поэтому мы должны работать вместе с Министерством культуры. Поэтому я как министр, во-первых, познакомился вплотную с заместителями министров. На этот раз я встретился с Осинцевым Владимиром Геннадьевичем, так, был у него на приеме, и мы обсуждали те стройки, которые у нас на территории республики идут по национальному проекту России «Культура». Так, и потом мы обсуждали с директором департамента кинематографии Давиденко именно вопросы развития кино, лицензирования, так, и как дальше мы можем работать именно с департаментом, с министерством по поддержке наших кинематографистов. Так. Я ему плотно,
рассказал, какая у нас идет поддержка со стороны главы республики, правительства, так, и что у нас принят закон о кинематографии, так, и что у нас большие творческие планы и творческие силы, и подробно рассказал о компании «Сахафильм», так, и, конечно, о возможности, о перспективах развития кино у нас в республике, так, и я как бы был услышан, так, и намечается еще ряд встреч именно по развитию кинематографии на площадке Министерства культуры Российской Федерации. Конечно, потом я встречался с департаментом, который занимается экономическими и финансовыми вопросами, потому что мы получаем поддержку от Министерства культуры Российской Федерации по нацпроекту «Культура». Поэтому в этой части я должен был те задачи, которые у нас стоят в предстоящие годы, об этом сказать и обсудить с руководством департамента. Поэтому в этой части мы будем продолжать работу с Министерством культуры Российской Федерации. Потом, вы знаете, Ирина, мы встречались еще компания «Система», которая интересуется именно вопросами поддержки экстрасинема. Так? В этом плане коммерческие предложения и потом какие возможности поддержки именно нашей компании «Экстрасинема», их производство, так может быть поддержано этой компанией, поэтому оно будет продолжено во время обсуждения, когда будет проходить здесь уже форум «Цифровой алмаз», и вот эта компания «Система» обещали приехать, и будет здесь обсуждение именно поддержки экстрасинема. Но «Экстрасинема» — это проект по оборудованию малых кинозалов. Да, Давайте оборудование малых кинозалов, да. объясним именно. для Да. телезрителей, что это вот как раз проект, чтобы кино показывать Да, у нас в маленьких домах культуры. это уникальный проект, так, поэтому Петр Черяева, да, наши телезрители, вообще жители республики знают, что Петр Черяев один из продвинутых руководителей именно компании «Экстрасинема», которая занимается именно производством для залов, для показа фильмов, так? И мы должны сказать, что оно поддержано и руководством республики, и вот сейчас и поддержано руководством правительства Российской Федерации, и он защищал этот проект и перед Владимиром Путиным так показывал. Поэтому мы должны, безусловно, продвигать и встречаться и теми компаниями, которые интересуются развитием кино в Российской Федерации. А говоря о развитии кино, я правильно понимаю, что теперь Сахафильм и вообще в целом кинематограф наш будет больше смотреть в сторону копродукции, какое-то совместного производства и больше уделять внимание маркетингу, продвижению фильмов? Ирина, безусловно, потому что без маркетинга, без продвижения у нас как бы невозможно показывать наши фильмы успешные за пределами республики, за пределами Российской Федерации. И в этом году мы же проводили именно специальные дни кино в Казахстане. Юрий Степанович Куприянов специально выезжал так, по поручению главы республики. После того, как глава республики Арсений Сергеевич был в Казахстане, встречался с президентом Казахстана, так зародилась именно идея провести именно показ наших фильмов в Казахстане. Да? Это именно возможность, как выйти за пределами Российской Федерации, как начать показывать именно наши фильмы в зарубежных странах. Так? И один из проектов. Поэтому мы хотим, чтобы оно развивалось и продвигалось. Так? В ближайшее время у нас наши режиссеры, представители кино будут участвовать в международном кинофестивале в Бишкеке, который будет проходить, их пригласили, да. И потом наша группа тоже режиссеров выезжала в страны Азиатского, Тихоокеанского региона, чтобы знакомиться, как можно там дальше продвигать наши фильмы. И, конечно, безусловно, здесь речь идет и о поддержке, о финансировании, так.
Поэтому мы должны искать разные варианты. Ну, собственно, и сама министр ведь Ольга Любимова, она раньше возглавляла департамент как раз кинематографа. Да, Вот. поэтому мы очень Эта признательны, тема что должна быть близка. да, они очень понимают и интересуются, и знают наше кино, и хотят поддержать именно якутское кино. А разговора вот о прокатных удостоверениях не было? Но прокатное удостоверение мы обсуждали так, чтобы все-таки рассматривали в первую очередь наши возможности якутского кино и обещали, что будут всячески поддерживать. И если будут какие-то вопросы, они обязательно позвонят. Так. Но в этом плане, конечно, Министерство культуры будет ориентироваться ну, как бы, и на те фильмы, которые снимаются у нас в республике, так, на основе духовно-нравственных ценностей, именно которые мы отличаемся как уникальный регион, так, самобытность региона. Да. С другой стороны, конечно, мы должны в первую очередь ориентироваться на человеческие ценности. В этом плане они высоко оценили именно то, что уникальность якутских фильмов, да, то, что именно показать, как человек севера, человек, который живет в таких экстремальных условиях, так, живет и радуется жизнью. Так? То есть мы показываем именно жизнь, как оно есть, но мы видим и показываем, что мы должны именно радоваться жизни, ну, как бы, как каждый день просыпаемся и появляется солнце. Так? В этом плане они очень воспринимают именно ценность якутского фильма. У вас еще Якутских фильмов. отдельная была встреча с ректором ГИКа, если я не ошибаюсь, да? Да, я встречался с ректором ГИК Малышевым, так. Именно он пригласил меня посмотреть 34-й международный кинофестиваль молодежи, так. Творческие группы, творческие компании именно молодежные, так, разных стран участвуют, оказывается, в этом кинофестивале, так. И я посмотрел, и все-таки возможности в дальнейшем участия, может быть, наших ну, как бы режиссеров молодых, да, или каких-то групп кинофестиваля, это тоже изучается, так. То есть мы можем открыть и международный кинофестиваль, который проходит в стенах ГИК, это тоже можно, но здесь уже участвуют именно творческие группы, которые обучаются в учебных заведениях. Так? У нас есть же вот Артический институт культуры и искусства. Да? Если мы сможем доказать, что можем участвовать, да, свои проекты сделать, конечно, мы можем открыть, чтобы участвовать в международных фестивалях ГИК. А в планах Министерства культуры и духовного развития Якутии возобновление Якутского международного кинофестиваля есть? Но мы этот вопрос обсуждаем, так? Все-таки у нас в связи с тем, что ну, как бы и пандемия была, и разные этапы развития кино, да, поэтому мы сейчас это рассматриваем, да. То есть вопрос И обсуждается еще? обсуждается. И потом все-таки мы в какой-то момент, может быть, сделали, ну, как бы, как сказать, вот отошли от проведения кинофестиваля, да, и сейчас необходимость возрастает, так, потому что все-таки мы отказались в какое-то время, да, но все-таки развитие нашего кинематографа, кинематографии, работа наших режиссеров говорит о том, что нам надо возобновить кинофестиваль, да, и все-таки мы же гордимся, что мы после Москвы и Санкт-Петербурга ну, как бы, третий город, столица именно развития кино, так, поэтому якутского кино своим там как бы именно отличительным направлением, или там надо сказать, что именно уникальность якутского кино. Поэтому мы должны, мне кажется, все-таки возобновить проведение кинофестиваля. Еще в одном ярком культурном мероприятии Якутия приняла участие, форум объединенных культур в Санкт-Петербурге. Вот расскажите немножко о том, кто там Якутию представлял, какие тематические сессии были. Ну, во-первых, форум объединенных культур, оно даже тоже после перерыва же возобновили, так, в связи с пандемией, там, некоторыми обстоятельствами оно не проводилось, так, и возобновили этот, я считаю, прекрасный
культурный форум, который объединяет культуры разных народов, разных стран. И не зря президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин специально приехал, выступил, что именно культура является объединяющей силой народов. Так? В этом плане участие нашей делегации, так, оно говорит о том, что мы представляем уникальный регион, многонациональный регион Российской Федерации, да, и мы являемся частью России. Здесь у нас Николай Бугаев участвовал, так, потом Дмитрий Соловьев, потом у нас это музей, да, у нас в национальной библиотеке участвовали, так, и потом у нас Наталья Базалева участвовала от имени филармонии, так, Ольга Фоменко, да, в разных площадках мы участвовали для того, чтобы найти и оценить, и потом все-таки это же форум, который дает возможность узнать, какие направления возникают новые, да, какие отношения, так, вот в этом плане мы все-таки пытаемся не отстать, а быть наравне теми тенденциями развития культуры, культурной политики, которые проводятся у нас в стране, в мире, да, поэтому мы специально вот попросили, специально отправили людей, специалистов, чтобы они приняли участие по разным направлениям, которые были во время этого большого форума. И Хочется еще успеть поговорить про декаду Аланхо, которая сегодня в Якутии стартовала. Там масса мероприятий, более 60, разные выставки, мастер-классы. Вот на ваш взгляд, что надо увидеть обязательно? ну, во-первых, декада Лонко у нас раньше вот декада, мы сейчас целый месяц проводим, так, начиная с районов, наслегов, так. В этом году мы начали 10 числа, 10 ноября, с дома Олонхо в Нижнем Бестяхе Меганакангаласского района. Там дети показали Олонхо, детская постановка была, да? И потом на следующий день была постановка молодежная в селе Амис Амгинского района, молодежная. То есть в этом году у нас очень много проектов, связанных именно вовлечением детей Олонхо, начиная с детского сада, школ, так, и как бы, чтобы все-таки та работа, которая проводилась последние 30 лет по возрождению Олонхо, по признанию Олонхо шедевром ЮНЕСКО, да, проведение цехов Олонхо, оно дает свои плоды, и наши педагоги, как бы школы, да, вовлечены в этот процесс, так, и благодаря ассоциации Олонхо нам удалось совместно с Министерством образования, коллегами, именно большой план сделать, связанный с детьми и молодежью, так. И потом я хотел бы сказать, что у нас 55 лет назад был организован кружок Олонхо в Якутском государственном университете. Сейчас в Северо-Восточном федеральном университете будет именно отмечаться вот этот день, потому что мы и в советское время тоже не теряли связь с Олонхо, так, но именно благодаря тому, что этот кружок работал, мы в какой-то степени возродили Олонхо, так, поэтому мы должны об этом не забывать. И, конечно, мы хотели бы пригласить наших жителей города Якутска, гостей 25 числа, именно в день Олонхо, в культурном центре имени Кулаковского будет представление метаморфозы эпоса Олонхо, который мы показали в Москве. Будем для зрителей города Якутска, поэтому приглашаем всех, кто интересуется. И потом очень разного плана, конечно, мероприятия. И одним из самых ярких будет, конечно, награждение наших запевал Осокай, Олонхосутов, кузнецов, народных мастеров, стипендии главы республики, которые будут традиционно проходить с участием главы республики и наших народных мастеров, наших Олонхосутов, запевала Сохая и кузнецов.
Мгм. Ну и 7 ноября впервые отметили День национальных культур народов Якутии. Ирина, 7 ноября вышел указ о том, что Арсений Сергеевич объявил первое воскресенье декабря объявить днем национальную То есть культуру мы республики. его ждем. Да, национальную культуру республики. Так, у нас более 120 национальностей живет в нашей республике, мы знаем, так. У нас ассамблея народов, у нас как бы очень разноплановая и глубинная работа проводится именно национальными общинами, многонациональным народом республики. Это именно Арсений Сергеевич подписал указ, подчеркнул, что у нас многонациональная республика, мы должны ценить культуру каждого народа, так, и мы будем отмечать это уже ежегодно, да, и представлять разную культуру. Это же замечательно, это же прекрасно, так, поэтому мы, как сказать, вот культурный форум в Санкт-Петербурге был, да, это всё это вот показывает о том, что многонациональная Россия и многонациональная республика культура, поэтому у нас именно культурная политика проводится в нашей республике, в России, именно поддержку народа, жителей нашей республики, Великой России. Все, спасибо вам большое. Спасибо, что пришли сегодня в студию. Успехов вам в вашей работе. Спасибо. На этом программа «Якутия в деталях» подошла к концу. Меня зовут Ирина Ефимова. Смотрите нас по будням в 19:15. Расскажем, чем живет Якутия во всех деталях.